Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы выпуска. Кромка ледохода в 600 километрах от границы Якутии. Вскрытие рек в регионе ожидается близким к средним многолетним срокам. Профилактические мероприятия среди охотников на территории Якутии продолжаются. Есть первые нарушители. Сертификаты на покупку квартир получили несколько айхальских семей. По итогам 17-й недели в Якутии зарегистрировано 7715 случаев заболевания ОРВИ, о чем сообщает Роспотребнадзор по республике. Эпидемиологический порог превышен на 14,8%. Из числа заболевших ОРВИ 73% приходится на детское население. Показатель заболеваемости превышает эпидемический порог среди возрастных групп от 0 до 2 лет на 1,3%, 15 лет и старше на 59,8%. По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, арси-вирусы, риновирусы, боковирусы, метапневмовирусы. Среди установленных вирусов по итогам 17-й недели доминируют вирусы парагриппа. Тем временем, за минувшие сутки на территории республики зарегистрированы 99 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске выявлены 55 случаев. Тенденция роста заболеваемости отмечается в Мегино-Кангаласском районе, где зафиксировали за сутки 24 заболевших. 4 случая выявлены в Горном районе, по 3 в Амгинском, Намском и Нерубинском районах, 2 в Нерюнгринском, по 1 в Вилюйском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Таттинском и Хангаласском. Выросло число заразившихся коронавирусом по семейным контактам. В Якутске основные поступившие 4 мая в городскую клиническую больницу – это 8 семейных контактов. При первых же появлениях заболеваний, при заболеваниях, при передвижениях ваших родственников особое внимание, обращайте внимание на семьи. Мы понимаем прекрасно, что, безусловно, ограничить полностью все передвижения внутри республики практически невозможно. Но граждане сами должны соблюдать эти правила как таковые. Сегодня для районов республики характерно наличие заболеваний, которые возникли в результате приехавших родственников из города Якутска, студентов из Мегино-Кангаласского района, где достаточно высокий уровень самих заболеваний как таковых. И сегодня поэтому появились у нас заболевания даже в тех населенных пунктах, которые не были в разные периоды. Это дальние населенные пункты. И о паводковой обстановке. На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 километрах ниже населенного пункта Верхнемарково Усть-Кутского района в Иркутской области. До границы с Якутией 600 километров. Протяженность ледохода составляет 172 километра. За сутки ледоход продвинулся на 46 километров. На Средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды. На реке Тяня у населенного пункта Тяня Алекминского района в пределах Алекминского района наблюдается повышение уровня воды. На всем протяжении реки Алдан и его притоках суточный рост уровня воды составляет от 5 до 20 сантиметров. Ледостав – вода на льду. На всем протяжении реки Амгам отмечается незначительный подъем уровня воды с интенсивностью от 2 до 5 сантиметров. В пределах Сунтарского района наблюдается суточный рост уровней воды с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров. Вода на льду, ледостав. На малых реках бассейна реки Вилюй начался весенний сток, что на дни четверо суток раньше средних многолетних сроков. По прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, вскрытие рек Якутии ожидается близким к средним многолетним срокам. Сегодня для контроля прохождения весеннего половодья первая оперативная группа Главного управления МЧС России по Якутии вылетела в Ленский район. Главная задача – это недопущение гибели людей в период прохождения на водных объектах республики весеннего половодья. Также в основные цели входит оказание методической помощи главам муниципальных образований в организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения республики в период весеннего половодья. В основные цели представителей чрезвычайного ведомства входит координация действий органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС Республики в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем. Проведение первоочередных противопаводковых и эвакуационных мероприятий, ликвидации возможных ледовых заторов на реках республики.
В дни майских каникул сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы. На основных магистралях города Вилюйском, Намском и Покровском трактах выставлены инспекторы, которые проверяют машины, движущиеся во всех направлениях. На одной из таких массовых проверок в районе Мархи находится наш корреспондент Александр Хавренко. Александр, я тебя приветствую, тебе слово. Приветствую тебя, Иван. Сегодня, как и во все праздничные майские дни, ГИБДД переведены на усиленный режим ведения службы. Дело в том, что, как все знаете, длинные выходные, соответственно, люди начинают открывать дачные сезоны, и редко, когда это открытие происходит без употребления алкогольных напитков. Поэтому в первую очередь инспектора проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения. Также сейчас на территории города и пригородов открыт сезон охоты, поэтому инспектора обращают внимание на правила перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов. Ну и, конечно же, следят за правилами перевозки пассажиров, есть ли детские кресла, удерживающие устройства и так далее. За прошедшие 5 дней выходных уже выявлено более 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. И чуть-чуть подробнее во всем этом нам расскажет инспектор пропаганды ГИБДД Владимир Ощепков. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Не нацелено только на выявление водителей в состоянии опьянения. Также у нас, опять же, проверяются водители, которые перевозят пассажиров, осуществляют пассажироперевозки. Ну и, опять же, как знаете, у нас сейчас на территории города Якутска и в пригородах сезон охоты открылся. И поэтому, опять же, проверяются все водители, которые, опять же, следуют на охоту. И, соответственно, их уже досматривают, опять же, проверяют их документацию, все ли у них есть на месте, и опять же проверяют на наличие всех разрешающих документов в соответствии с настоящим законодательством, которое разрешает перевозить огнестрельное оружие в транспортном средстве. Да, возможно, некоторые водители чувствуют некоторые неудобства из-за того, что инспектора останавливают машины, тем самым создавая небольшую пробку на дороге, но они стараются с каждым водителем отработать как можно быстрее, как можно более корректно это сделать и отпустить, чтобы не задерживать поток. Но, тем не менее, я еще раз повторюсь, более 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения выявлено за 5 дней. Это довольно серьезная цифра, поэтому мы просим водителей отнестись с пониманием к действиям сотрудников ГИБДД и чуть-чуть поставить в пробке не такая проблема, как проблема встретить на дороге пьяного водителя. Иван, тебе слово. Александр, я благодарю тебя. На связи с нашей студией с места массовых проверок водителей был корреспондент Александр Хавренко. Тем временем сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии совместно с охотинспекторами Минэкологии Якутии провели профилактические мероприятия на территории Намского, Усть-Алданского улусов и города Якутска. Проверены 65 охотников, с которыми проведены беседы о правилах безопасного обращения с оружием, соблюдении сроков действия разрешительных документов, степени ответственности за нарушения в сфере оборота оружия и природоохранного законодательства. В ходе рейда выявлено 6 правонарушений, по каждому из них составлены административные протоколы. Охотники привлечены к ответственности за нарушение сроков охоты и правил хранения оружия. Изъято 6 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия. К другим темам. 4 айхальских семьи обзаведутся собственным жильем. Они получили сертификаты на покупку квартир. Размер выплаты на каждую семью более 1 миллиона рублей. Сертификаты молодым семьям вручили в торжественной обстановке в местной администрации. Средства на приобретение выделили 3 бюджета – федеральный, республиканский и муниципальный. В программе могут участвовать молодые семьи до 35 лет, не имеющие собственного жилья. Сегодня в очереди на господдержку стоят около 40 айхальских семей. Сегодня такой эмоции нас переполняет, потому что мы буквально вчера узнавали, что получим сертификат. Жилья нету, но будем искать. В теплице Аграрно-технологического университета реализуют рассаду цветов и овощей. Этой весной сотрудники университета посадили 80 тысяч единиц рассады, в том числе 51 вид цветов. Также в наличии есть рассада овощей и ягодных культур. Так, уже 3-й год в университете выращивают землянику и клубнику. Саженцы клубники уже раскупили. Из овощных культур наиболее востребована рассада огурцов, томатов и перца. А вот баклажаны сотрудники университета посадили первый раз.
раз. Преимущество сорта «Алмаз» – высокий урожай. С 1 квадратного метра посадки можно собрать около 8 килограммов урожая. А если говорить о ценах, рассада огурцов и томатов начинается от 40 рублей. Землянику можно купить за 150 рублей. Цветочная рассада стоит 40-50 рублей. Тем временем подготовка рассады, высадка растений и последующий уход за ними – это кропотливый труд. В этом сотрудникам Аграрного технологического университета активно помогают студенты. С овощных культур мы посадили уже с февраля месяца такие сорта, как москвич, сибирская скороспелая, балконное чудо, орлиный клюв, верлёка. Из баклажанов мы садили сорт «Алмаз». Люди хорошо берут этот сорт. И с помидоров мы 3 сорта посадили. Это подарок Молдову, калифорнийское чудо и богатырь. Купили помидоры тепличные, купили цветы Антигуа. Там еще много названий я записывал. Вот, посмотрим, еще, может быть, купим огурчиков. Очень довольны. Прямо здесь такая рассада шикарная, благоухает, зеленая, сильная, чувствуется. Ежегодно 5 мая акушерки всего мира отмечают профессиональный праздник. В этот день наша съемочная группа побывала в Республиканском перинатальном центре, чтобы показать труд самого важного человека с первых дней малыша. Туяра Кириллова – акушерка со стажем. За 24 года, благодаря ее заботливым рукам, на свет появились несколько тысяч детей. Сначала Туяра трудилась в Вилюйском родильном отделении. 20 лет практики в Улусе научили ее всем азам этой ответственной профессии. Сейчас в столице республики, в новом перинатальном центре, Туяра работает посменно. За сутки акушерки могут принять порядка 30 родов. Каждый род – это особенный случай. Каждой женщине надо найти особенный подход. Надо сделать так, чтобы женщина доверилась тебе. Вот это самое важное. Это счастье принять роды, увидеть вот это все первыми. Мамочки в перинатальном центре рожают в индивидуальных родовых залах. Для них есть кровать, аппарат для слежения сердцебиения малыша, специальный столик для обработки новорожденного и весы. Все для удобства рожениц. Есть такие у нас мячи. Здесь это для облегчения схваток. У нас подключается КТГ, аппарат слежения за сердцебиением плода, ребенка и за схватками. За год в данном центре появляются на свет около 6 тысяч малышей. Из года в год рождаемость повышается. Все из-за улучшения качества жизни, отмечают специалисты. Важную роль играет и государство, которое выплачивает хорошую сумму новорожденным. Благодаря социальным выплатам, которые дает нам наше государство, и республиканским выплатам, все-таки вот по нашему наблюдению стало больше женщин, которые приходят к нам в 3-й, 4-й раз. То есть многорожавших женщин стало больше. Увы, становится больше и сложных рожениц с различными диагнозами. Среди частых патологий – сахарный диабет и анемия. Наблюдения обязательно, тяжелые женщины поступают после операционной преэклампсии тяжелой степени, средней степени поступают. Поэтому с ними работают очень внимательно, грамотно, и все назначение врача выполняем добросовестно. Труд акушерок незаменим. Они правая рука врача, близкие подруги мамочек и их первые помощницы в нелегком пути материнства. Ведь именно от опыта и знаний акушерки зачастую зависит здоровье и даже жизни матери и ребенка. Елизавета Васильева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. На этом выпуск новостей завершен. Еще больше информации вы найдете на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. До встречи в эфире.